У каждого народа свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Одним из основных популярных традиционных развлечений тувинцев был и остается кажик. Республиканский чемпионат по тувинским национальным играм в этом году проходит во второй раз. К участию в региональном этапе допускаются команда-победители муниципального этапа. Уже проходили с октября месяца внутришкольные отборы, дальше были муниципальные этапы. То есть сегодня приехали дети-победители муниципальных этапов со всех муниципальных образований. Всего приняло участие около 500 детей, а сегодня приехали около 100 детей. Республиканский чемпионат по национальным играм проводит в цели приобщения детей и молодежи к национальной культуре, сохранению преемственности поколения, а также популяризации национальных игр. Многие дети, допустим, в городе, скажем так, не очень хорошо знают в наши игры, но есть педагоги и специалисты Тувинского центра культуры, которые нам помогают в этом деле. Мы, мне кажется, достаточно успешно развиваем наши тувинские игры, сохраняем их. Эта игра в косточке, она по 4 видам. Здесь у нас скачки, конные, стрельба из кажика, загадывание, отгадывание, называется подалажеры по-тувински, сагала пойнары, это тоже с определенной позиции ребенок тоже стреляет по кажикам. Пока мы решили в эти 2 года развивать именно кажик, вот эти виды, которые обычно мы же все знаем, только один вид игры, всегда на шага, скачки. А вот эти виды, они у нас, к сожалению, теряются, и мы их пытаемся возродить. В этом году почти со всех районов Тувы съехали 16 команд, в каждой из которых по 4 человека. Я лидер по направлению труд профессии «Свое дело» местного отделения Суйскольского района. Мы играли семьей в кажик дома. Я с самого детства умею играть в кажик. Меня научили бабушка и дедушка. Вместе с тем в рамках чемпионата были развернуты и различные площадки с мастер-классами. Руководитель творческого объединения «Волшебный бисер», что на базе столичной гимназии номер 9, поделилась своими секретами создания различных украшений. Из бисера мы изготавливаем узел счастья, это как называемое, по нашим схемам, которые рассчитываем, рассчитываем и на бумаге, чтобы для детей удобно было. Каждый делает, наверное, по своим. Кто как рассчитал по схемам, по зарисовкам. Бывают разные узлы счастья, это как говорится, бесконечность. Мы часто используем в одежде, например, для украшений. Это у нас кулон. Это будет полупара, одна сережка, потом мы плетем вторую полупару, это у нас будет сережка для аксессуара. Примечательно, что все участники были в национальной одежде, в качестве музыкального фона звучали мелодии традиционных музыкальных инструментов. Айра Сачеха, Нонгак, Емира Энергия, телеканал Тува 24.